Итак, название лекции «Современные подходы к разработке сайтов». В данном выступлении мне хотелось бы рассмотреть не только непосредственные вопросы создания сайтов, но и некоторые сопутствующие вопросы, такие как использование технического задания, определение функционала будущего сайта, выбор способов создания сайта, продвижение и сопровождение. В настоящее время практически любая компания имеет свой сайт или планирует его создать. Наличие сайта — это такой же атрибут юридического лица, как телефон или адрес. Сайт создает в первую очередь имидж компании, поэтому к вопросу создания сайта необходимо подходить со всей строгостью. Рассмотрим более подробно причины создания сайта. Значит, первая причина — это реклама и продвижение продукции либо услуг компании. Как правило, это основная причина сайта, причина создания сайта, то есть сайт создается для того, чтобы найти новых клиентов. Вторая причина — это маркетинг. То есть посредством сайта компания может провести маркетинговые исследования, например, используя формы для опроса. Также сайт создает положительный имидж компании, который позволяет получить более лояльных сотрудников и быть привлекательными для потенциальных клиентов. Следующая причина создания — это реализация продукции либо услуг компании. Также нужно отметить поддержку потребителей и партнеров. Это может быть реализовано в виде специального форума для купивших продукт, либо более подробное пояснение, что потребитель приобретет, когда купит ту или иную услугу. Также причиной создания сайта является информационная поддержка бизнес-процессов компании. Такая поддержка позволяет снизить возможные негативные воздействия компании на общество. Например, такая ситуация, что компания занимается вредным производством, и поэтому к этой компании имеются претензии со стороны общества. Однако компания в ближайшее время планирует установить новое очистное оборудование, и, описав данный факт, снижаются претензии со стороны горожан. Далее, в зависимости от причин создания сайта, мы определяем, какой тип сайта нам нужен. Забегая вперед, я скажу, что создание сайта — это не конечная цель. Тут нужно понимать, что после создания сайта еще нужно заниматься вопросами продвижения сайта в интернет и сопровождения, что тоже потребует дополнительных ресурсов. Итак, какие типы сайтов бывают? Значит, первый — это сайт-визитка. То есть это сайт небольшого объема. По сути, это интернет-аналог рекламного проспекта компании. Из-за небольших объемов посетители с поисковых систем вряд ли будут приходить на такой сайт. Следующее — это корпоративное интернет-представительство компании. Здесь уже сайт несколько большего объема, и есть возможность того, что сколько-то клиентов будет уже приходить к вам с поисковых систем. Дальше интернет-витрина. Ну, тоже понятно. Следующий — промо-сайт. Значит, такие сайты создаются для продвижения одного единственного товара. То есть здесь сайт рассчитан на внешний эффект и привлечение посетителей. Так, интернет-магазин. На сегодняшний день все знают, что такое интернет-магазин. То есть через интернет-площадку вы покупаете какие-то товары. Следующий — информационный сайт либо портал. Это сайт с большим объемом информации. Да? То есть здесь есть новости, информация не только по компании, да, но и какие-то сопутствующие товары. Сопутствующая информация. Такие сайты создаются для того, чтобы привлекать клиентов с поисковых систем. Да? Следующий — корпоративный портал. Это самый, получается, самый большой сайт. Но когда говорят корпоративный портал, определяющей особенностью является наличие входа. Да? То есть, по сути, если у вас на корпоративном сайте имеется кнопочка «Войти», да, и
если человек входит и ему что-то предлагается, то это уже можно считать, что это и есть корпоративный портал. Да? Остановлюсь на том, какие элементы должны быть корпоративного сайта. То есть я, возможно, привел часть, можно будет добавить еще. Первое, это на сайте должно быть обязательно указано название компании, описана ее деятельность. Сайт должен быть выполнен в единой цветовой гамме, да, и так далее. Обязательно наличие контактной информации, да, телефоны, можно фотографии сотрудников, названия отделов, руководителей и так далее. Так, логотип компании. Если логотип есть, он обязательно должен присутствовать. Следующее, история фирмы. Да? Вот если мы хотим, чтобы на наш сайт люди заходили с поисковых систем, то у нас на сайте должно быть очень много информации. Да? Она должна быть осмысленная. Да? И вот вариант записать в историю, чем занимались, чтобы попали определенные ключевые слова, это тоже хороший вариант. Дальше. Лицензии, патенты, разрешительные документы. То есть деятельность многих компаний подлежит лицензированию. И документы должны определенные быть на сайте. Да? Значит, это что быть? Лицензия на образовательную деятельность, например. Документ об аккредитации, если мы говорим о ВУЗе. И так далее. Дальше. Публичные финансовые документы. Да? То есть, например, страховые компании обязаны публиковать годовые отчеты. Да? Либо отчетность за предыдущие годы и так далее. Следующее. Новостная лента. Значит, смотрите, новостная лента. Наличие новостной ленты потенциальному клиенту говорит о том, что у компании дела в порядке. Есть ресурсы, которые можно потратить на непрофильную деятельность. Раз есть новостная лента, значит, ее кто-то сопровождает, значит, с этой компанией можно работать. Это одно назначение новостной ленты. А другое назначение, это опять же, имеется возможность вам в сайт разместить ключевые слова, по которым вас найдут в дальнейшем по поисковикам. Бывает ситуация, что вы заходите на сайт и видите, что уже несколько месяцев не добавлялись никакие новости. И тут вполне может быть резонный вопрос, а жива ли компания до сих пор, стоит ли с ними общаться и так далее. То есть новостная лента, на мой взгляд, она должна быть. Следующее — это модули обратной связи. Очень часто бывает так, что, создавая сайт, владельцы не задумываются о том, что нужно как-то потенциальным клиентам или просто клиентам дать возможность высказаться. И как это можно реализовать? Да? Значит, варианты. Вот самый простой. Обычно что делают для обратной связи? Это на сайте размещают кнопочку «Наш электронный адрес такой-то, пишите нам письма». Да? Но не всех это устраивает. То есть много людей хочет, чтобы то, что они высказали, увидели другие. Да? И как это можно реализовать, кроме электронной почты? Это может быть она сейчас не используется, конечно, но когда-то была гостевая книга. Это может быть форум, в котором люди высказываются. Это даже может быть возможность комментирования статей. Но тут надо понимать, что если вы на сайте реализуете такую функцию, то у вас обязательно должен быть модератор, который будет отслеживать, что люди у вас на сайте пишут. Так, теперь, значит, мы определили тип
и структуру сайта, да, то есть что немножко понимаем, что мы хотим. Дальше мы определяемся с бюджетом, да, создания сайта. Тут нужно понимать, что для большинства компаний создание сайтов — это не профильная деятельность. Им интереснее направлять ресурсы на основную деятельность, поэтому зачастую создание сайтов отдается на аутсорсинг. Теперь при приглашении сторонних специалистов возникает новая проблема. Как сформулировать требования к сайту? Да? Если вы переговорите с разработчиком, они вам скажут, что чтобы создать сайт, сделайте нам, пожалуйста, техническое задание. Но я и сам с этим сталкивался, что заказчики очень часто не могут сформулировать, что они хотят вообще. Да? То есть от них можно услышать зачастую: мне сделай сайт так, чтобы он работал. Да? Ну, могут вам привести в качестве примера: сделай вот что-то похожее, как у того-то. То есть заказчик не всегда готов вот это задание формулировать. Но при этом, если заказчик заинтересован в том, чтобы этот заказ исполнить, то он сам поможет заказчику сформулировать это техническое задание. Как вариант, чтобы вывести заказчика на разговор, это предоставить ему прототипы информационной системы. Ну и после того, что он увидит, что когда увидит этот прототип, у него, как говорится, развяжется язык, и он начнет говорить: ой, нет, я хочу, чтобы было так, так, так. И тем самым вы выйдете на разговор, чтобы сформулировать техническое задание. При этом нужно отметить, что существует подход к созданию информационных систем, при котором жестко техническое задание изначально не формируется, а формируется в ходе исполнения задания. Также нужно отметить, что клиенты, как правило, не знают тенденций современных подходов к разработке сайтов. И, на мой взгляд, объяснение этих тенденций — это задача исполнителя. Ну, например, на сегодняшний день мобильный трафик превысил трафик десктопных приложений. Это означает, что мало делать только десктопные приложения, необходимо ориентироваться и на другие устройства, ну, на те же телефоны. Поэтому, в частности, необходимо использовать адаптивную верстку. Также заказчикам нужно донести, что кроме создания сайта, его нужно потом сопровождать и продвигать. Да? Что потребует еще дополнительных ресурсов. А еще, ну хоть это не так много, но тем не менее, нужно оплачивать ежегодно домен, хостинг. И при этом еще важными вопросами являются вопросы интеграции сайта с существующими информационными системами. Нужно ответить вообще на вопрос, нужно ли это делать, как сделать. И в итоге нередко клиенты хотят, чтобы исполнитель не просто сделал сайт, но и предоставил полный спектр услуг. Это формирование технического задания, собственно, создание сайта, сопровождение, продвижение, интеграция. Так. Еще хотел отметить, что нередко заказчики сами не знают, какой функционал им нужен. И бывает так, что в ходе формирования технического задания оказывается, что лучшим вариантом для них будет просто создать группу ВКонтакте, и сайт им, по сути, и не нужен. Такое тоже бывало. Теперь давайте рассмотрим непосредственно вопросы создания сайта. Вот на слайде у меня приведены варианты использования, создания, да. Ну и рассмотрим их чуть более подробно. Значит, первый подход — это создание сайтов с использованием написания кода. Если первые сайты, в начале 90-х, создавались и наполнялись контентом исключительно программистами,
так как содержание, программирование и оформление, все это было перемешано. Это так называемая монолитная архитектура. То с течением времени сначала выделилось в отдельное направление оформления сайтов с использованием каскадных таблиц стилей, а затем и функционал. А далее делилась и бизнес-логика. Далее появились подходы, в которых стали выделять несколько уровней. Это пользовательский интерфейс, уровень бизнес-логики и уровень уровень баз данных. Первый уровень называется фронт-эндом, второй и третий — бэк-эндом. Главным недостатком монолитных приложений является необходимость сборки всего приложения после внесения изменений. В настоящее время также развивается микросервисная архитектура. Для создания сайтов необходимо знание языка разметки HTML и каскадных таблиц стилей CSS, а также языков программирования для клиентской и серверной части. В качестве таких языков могут быть взяты, например, язык JavaScript и PHP. Выбор этих языков обусловлен высокой популярностью. Вот тут приведен рейтинг, правда, на 2019 год среди всех языков программирования, не только веб. PHP. Ну вот утверждается, что 80% сайтов сделаны с использованием языка PHP. Также я хотел отметить, что в последнее время популярны чемпионаты WorldSkills. Так вот, по компетенции веб-дизайна и разработка предполагается знание как раз языков PHP, JavaScript и так далее. Следующий подход к созданию сайтов — это использование визуальных редакторов. Ну, по-моему, это можно использовать, если у вас очень маленькая страничка, маленький сайт, несколько страниц. Вот кто-то, может, знает такие Adobe Dreamweaver. В том же Microsoft Office можно создать страничку. Не все, может, об этом знают. То есть вы в Word страничку оформляете и сохраняете как HTML. Это, по сути, маленький сайтик. Но большинство создаваемых... еще. Следующее — это создание сайтов с использованием онлайн-сервисов. Да? Ну, это вот такие сайты, как Wix, Юкос и так далее. Достоинство в том, что позволяет создавать достаточно красивые функциональные сайты. Минус в том, что нужно оплачивать поддержку сервиса. И если вы с этого сервиса захотите уйти на какой-то другой, то вам придется все до страницы переносить. Но более популярный подход к созданию сайта в настоящее время — это использование системы управления контентом, аббревиатура CMS. Как правило, CMS идет вместе с какой-нибудь СУБД. Да? Ну, например, вот если мы берем WordPress, то база данных там MySQL. Да? Вот если рассмотреть схему функционирования, то можно выделить 5 групп пользователей. Да? То есть это непосредственно пользователи, ради которых создаются сайты. То есть они посылают запросы, в ответ получают контент. То есть контент — это информацию. Да? Дальше. Следующая группа — это дизайнеры. Дизайнеры занимаются оформлением, созданием шаблонов. Дальше администраторы занимаются управлением пользователями. Дальше группа внедрения — это настройка. И авторы контента, собственно, поставляют контент. Ну вот из всех этих групп для непрофессионала самое сложное — это настройка CMS. То есть очень часто бывает, что самое главное
показать клиенту, ну пусть будет так, клиенту, как установить сайт, немножко показать, как с ним работать, и дальше они вполне могут этим заниматься сами. Так, WordPress. Значит, WordPress — это самая популярная CMS на сегодняшний день. Но она, нужно признать, подойдет не всем компаниям, а, ну, скажем так, маленьким и средним WordPress вполне достаточно. Так, как я уже сказал, самая большая трудность — это его установить. А далее он поставляется бесплатно, сопровождается можно тоже бесплатно и так далее. Значит, кроме того, что WordPress бесплатен, популярен, вот, он также входит в задание чемпионата WorldSkills. Вот тут пример начала задания приведен. Ну и в заключение я отмечу некоторые знания и навыки, которые, ну, какими должен обладать человек для, ну, работы веб-программистом. Да? То есть вот ориентация в современных веб-технологиях. Ну, я не в том порядке пошел. Знание способов создания сайта. Это вроде понятно, да? Ну, казалось бы, самое главное. Но при этом те же программисты, веб-программисты, они должны уметь между собой общаться на понятном для них языке. Но для этого все они должны знать, уметь описывать бизнес-процессы с использованием одних и тех же актуальных нотаций. Ну, то есть вот, модели CDT, UML-диаграммы и так далее. Немаловажный вопрос — это способность коммуникации. Да? То есть нужно уметь общаться с заказчиком. То есть вот если, как этому способствует высшее образование. Да? То есть в рамках высшего образования студенты пишут курсовые, их потом надо защищать, выпускные квалификационные работы защищать, участие в конференциях, нужно выступать и так далее. Также нужно знать общие принципы создания информационных систем, способы интеграции этих систем. Ну и